Минздрав тем временем обращается с просьбой ко всем жителям республики соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить контакты. При первых признаках простуды не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу. И самое главное, заранее позаботиться о своем здоровье, сделав прививку. Сегодня для этого в Коми созданы все условия. Алексей Корчма подробнее. Даже если опять все закроется, мы все равно будем работать. Я не хочу лишний раз подвергать себя и свою семью каким-то заболеваниям или прочее. А беспечность дорого стоит. В Сыктывкаре компания «Агрохолдинг» всем составом вышла на удаленку. Одна из сотрудниц пришла на работу с явными признаками ковида. У женщины пропали обоняние и вкус. Теперь как на иголках. Пожилые родители, дети, друзья – все в зоне риска. Опасно без прививок, хотя я тоже сделала 2 прививки. Боюсь, всегда в маске хожу в магазин, в автобус. В советское время мы победили страшные болезни, эпидемии, а здесь тоже показывает жизнь, что без вакцины мы не справимся. Скорого выздоровления всем, кто болеет. И желательно всем не болеть. Ситуация с коронавирусом в Коми ухудшается вот уже 3-ю неделю. Сегодня еще 65 новых случаев. Если подобная тенденция сохранится, власти республики будут вынуждены возобновить ограничения. Не исключена и обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Такое решение ранее приняли в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, опять же в соответствии с законом об иммунной профилактике, главный государственный санитарный врач этой территории имеет право вынести постановление, обязывающее проводить вакцинацию определенных контингентов в обязательном порядке. И это, значит, узаконено, то есть это законодательно правильно. Коронавирус до конца не изучен, но о некоторых последствиях болезни медики знают. Осложнения могут возникнуть через несколько месяцев. Это и сахарный диабет, миокардит, поражение сердца, психические расстройства и болезни почек. Ковид может приблизить тяжелые последствия хронических заболеваний, вплоть до летального исхода. Сегодня самым эффективным методом, конечно же, является прививка от новой коронавирусной инфекции. Следует также заметить, что за это время, что вот в России первая была изобретена вакцина против коронавируса, что на сегодня существует еще несколько российских вакцин. Никто из специалистов и разработчиков, и практических медиков не утверждает, что прививка абсолютно защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Но тем не менее следует помнить то, что как и любая другая прививка против инфекционного заболевания, прививка против коронавирусной инфекции, конечно же, снижает риск тяжелого течения заболевания. В городах и районах Коми при поликлиниках открыты пункты вакцинации. Прививочную бригаду можно вызвать на дом или на предприятие по договоренности с работодателем. Так в Воркуте горняки смогли привиться у себя на шахте. Эпивак Корона – 2-компонентный препарат. Второй укол через 3 недели. Во-первых, не надо ехать никуда. После работы отпрашиваться, задерживаться, куда-то там в выходной свой ехать. Уделить 10 минут буквально. Очень быстро проходит, пройти вакцинацию. И все хорошо. Я думаю, на каждой шахте надо, на каждом предприятии такое вести. Сотрудники структурных подразделений Воркута «Уголь» могут сделать прививку и в самой поликлинике. В регистратуру стоять не надо. У кабинета врача выдают анкеты после их заполнения на прием. Если нет противопоказаний, приглашают в прививочный кабинет. Напоминание о дате 2-го укола придет в сообщении от сервиса госуслуг. Очень удобно. Мы пришли к определенному назначенному времени. Нас приняли врачи, мы заполнили анкеты, провели обследование, нас привили. То есть организация, считаю, на очень высоком уровне. Привиться решил в первую очередь ради своего здоровья. Раз. И, во-вторых, ради здоровья своих коллег, с которыми я работаю. Сейчас, в принципе, модно быть против либо каких-то решений, либо против, в частности, вот этих прививок. Но я думаю, что люди, которые переболели с температурой под 40 градусов, лежа в реанимации с трубками ИВЛ во рту, вряд ли думали о моде. И если есть возможность предотвратить эти последствия, не допустить их, то я считаю, что нужно защититься, сделать прививку. Заболеваемость коронавирусом уже не зависит от того или иного сезона. Летом заражаются так же часто, как осенью или весной. В зоне риска теперь не только пожилые люди, но и дети и подростки. Все больше случаев инфицирования среди трудоспособного населения в возрасте от 18 до 40. Невзирая на меры предосторожности, эта коварная болезнь никого не щадит.
Конечно, люди старшего поколения очень активно отнеслись к вакцинации. Постоянно заботясь о своем здоровье, они продолжают также регулярно делать эту вакцину. На сегодня в Коми лабораторно подтверждено 44 876 случаев заболевания COVID-19. В активной фазе 237 человек. Вакцинация – это единственный способ снизить риск инфицирования. И чем больше людей будет привито, тем быстрее выработается спасительный для всех коллективный иммунитет. Алексей Корчмалик, Юшков, телеканал Юрган.